133.75 kilograms. Номер 12. Number 12. $131 килограмм, 300 грамм. 131 kilos. Republic of Uzbekistan. $154 килограмма, 600 грамм. 154 kilos, 600 grams. Times champion of Russia, times absolute champion of Russia, champion of Europe, absolute champion of Russia and the world in mass wrestling, Viktor Kalibabchuk, Russian Federation, Smolensk Oblast. $147 килограмм, 400 грамм. 147 kilos, 400 grams. Номер 7. Number 7. Champion of the Republic, Kapsagai Wrestling and Mass Wrestling, Ivan Lenutsky, Russia, Sakha Republic. Сизики. 102 килограмма, 500 грамм. 102 kilos, 500 grams. Комнату другую выбирать, скорее. Виктор Kalibabchuk, Россия, Смоленская область. Сергей Трубицын, Республика Узбекистан. Азарат Магомадов, Республика Азербайджан. Лукаш Араушу Мачадо, Республика Бразилия. The State Duma of the Russian Federation. Председатель. Зато тут Венгрия, Иван Берлюцкий, Россия, Саха-Якутия. На помощь. Валентин Стручков, Василий Васильский, Илья Скрябин. Валентин Стручков, Василий Васильский, and this will be fruitful in promoting the... Уважаемые гости, в Республике Саха-Якутия сложилась уникальный опыт по поддержке и развитию национальных видов спорта. Создан уникальный для России и мира Центр по развитию национальных видов спорта. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача развивать национальные виды спорта и продвигать их в олимпийские соревнования. The President of the Russian Federation, Vladimir Putin, has given a task for us to develop the national kinds of sport and to put them forward for Olympic championships. Среди всех видов спорта национальных, развиваемых в России, самые популярные и самые продвинутые в развитии – это, конечно же, Капсагай, масс-рестлинг и якутские прыжки. One of the most famous and one of the most popular kinds of sport in Russia and the world among the ones of our traditional ones are Kapsagai and mass wrestling. Мы очень рады, что депутаты Государственной Думы, руководители профильного комитета по спорту Государственной Думы приехали в Якутию для того, чтобы обсуждать вопросы развития национальных видов спорта. We're very glad that the deputies of the State Duma have come here to discuss the issues of developing national kinds of sport. Тысячи людей, которые в этом зале и сегодня по республике смотрят эти соревнования,
Апсагай. Национальные прыжки стали популярными не только в Российской Федерации и во всех субъектах России, но и во всем мире проводятся международные турниры. The Yakut traditional kinds of sport, mass wrestling, Apsagai, and national jumps have become popular not only in Russia, but also all over the world. Сегодня Международная федерация по масс-рестлингу проводит свои турниры во всех континентах мира, начиная от Африки, Азии, Европы, Америки, во всех субъектах Российской Федерации. И все любят, уважают масс-рестлинг, наш любимый вид спорта.
красавцы, молодцы. Мы должны аплодировать таким силачам мира за участие. Краса и гордость всей планеты нашей. Тоже возьмем. Пока со счетом 1-0 встречу ведет Виктор Колевовчук. Команда Чедана. И приемом Шлойка. Победу одерживает со счетом 2-0 Виктор Колевовчук. Россия, Смоленская область. Перед нами на помосте одна из центральных встреч данного международного турнира Кубок Семилетко. На помосте Долчаво, Венгрия. Иван Белорусский, Россия, Долчаво Красного является четырехкратным победителем стронгмен Венгрии, весит 157 килограммов. Иван Белорусский Синего является семикратным победителем игр Тыгына, чемпионом России, чемпионом Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу и Хапсагаю. Весит 102 килограмма. Иван Белорусский ведет встречу со счетом 1-0. Быстрота и натиск делают свое дело. Масс-рестлинг – это вид спорта, который поднялся на высокий уровень спорта мира. Этим прекрасным видом спорта сегодня увлекаются многие народы, страны мира. И вот перед нами один из сильнейших людей планеты Долчаво. Иван Белорусский, Россия, Республика Саха-Якутия, Россия. На помосте красный круг Федор Федоров, Россия, Республика Саха-Якутия. И в синем углу Гулбис Роланд, Латвия. Поклонники спорта Республики хорошо знают Федора Федорова. Федор Федоров является пятикратным чемпионом России в весовой категории до 90 килограммов. Пятикратным чемпионом России. Многократным чемпионом Республики Саха-Якутия. Пятикратным призером игр Тыгына. Роланд Гулбис, Латвия, является неоднократным чемпионом Латвии по силовому экстриму. 1-0 в пользу Гулбиса Роланда, Латвия. Одна из захватывающих встреч
И по внешнему виду легковесный атлет Федор Федоров, используя великолепную технику борьбы, ведение поединка масс-рестлинга во второй попытке одерживает победу. И счет становится ничейный. 1-1 мирового спорта, получая название масс-рестлинг, то есть борьба в палках. Рестлинг – это борьба, масс – это дерево, палка. Занимается пауэрлифтингом и является тоже победителем
условиях республикан является чемпионом Европы России по масс-рестлингу. Десятикратный чемпион Республики Саха-Якутия. Поединок начался. Позже вытянет эту волшебную палку. Палку вот в щелочку. И кого же выручит эта палка? Волшебная. На этот раз встречает Евгения Иванова. И палка... Встреча. Борьба началась. Палка в руках Анатолия Ивановича. Не намерен сдаваться. Масс-рестлинг, вид спорта очень косметичный, молниеносный. И в этом виде спорта играют буквально все группы мышц. Кто за Евгения Иванова? Кто за Анатолия Паишева? Дядя Арбайдак иши уладыры, уолаттар олары елеспеттер, көйяқтырым ике мағалары хүнді. И значение велико. И турнир обязывает каждого атлета выступать. Наступает один из труднейших моментов Решение. данного турнира. 2-1, победа Паишева. Все. По предупреждениям. 2-1. По решению судейской коллегии победу одерживает Анатолий Паишев под счетом 2-1. На помосте два победителя первого круга. В группе А всего 8 атлетов. Наврутис Антанас является победителем международного турнира по масс-рестлингу в Турции. Весит 133 килограмма. Манник Маркус, Эстония, является чемпионом стронгменом Эстонии. Весит 131 килограмма. В первом круге выиграл Равину Сухмана из Молдавии. Манник Маркус, Эстония. Антонас Абрутис выиграл.
Виктор Колебовчук превосходно подготовлен. Мы Виктора Колебовчука знаем уже как героя масс-рестлинга. Он раньше занимался баскетболом в переросте 2 метра 3 сантиметра. Он является успешным спортсменом во многих видах спорта. И в том числе по масс-рестлингу. Со счетом 2-0 победу одерживает Виктор Колебовчук. Россия, Маленькая область. And with the score, the winner is Viktor Kolebovchuk. Russia, Smolensk, Russia, the Sakharov Republic. Готовится Мачадо, Бразилия, Баишев, Россия, Республика Саха-Якутия. Machado Lukas, Brazil, and Anthony Baisha, Sakharov Republic, to get ready. На помост уходят два атлета, которые очень хорошо знают друг друга, два соперника в одной весовой категории до 90 килограмм, имеют переменные успехи, и никто твердо не может сказать, кто же из них более силен. И в этом турнире победу одержит успех добьется именно тот атлет, который более хорошо подготовился к данному турниру. Оба являются многими участниками игр Дыгына, где состязаются по 7 видам спорта, и успеха добивался Иван Белолюбский. Игры Дыгына – это якутское многоборье, где состязаются по многим видам спорта, национальным видам спорта. Там и поднятие тяжестей, и прыжки, и бега, стрельба из лука, перейдя в палки, борьба помогает. Вертушка 1-0. 1-0. Если он раньше весил 90 килограмм, то сегодня Иван Белорусский весит 102 килограмма. Это внушительно. Постепенно приближается к гигантам, благодаря мощным людям планеты. Отличная атака в исполнении Ивана Белорусского, и победу со счетом 2-0 одерживает Иван Белорусский. Sportsmen of the B group are to get ready. Vitor Galizan, Todorov, and Superman Redion. Лукаш Мачадо – красный угол, Баишев Анатолий – синий угол. Лукаш Мачадо, Бразилия. Абсолютный чемпион Бразилии по масс-рестлингу. Чемпионат состоялся месяц тому назад. В Бразилии, и не было равных Лукашу Мачадо. Лукаш Мачадо весит 134 килограмма, при росте 193 сантиметра. Анатолий Баишев 1-0.
знать, тактикой обладать. Вот два могучих атлета ходят друг против друга, садятся, выбираются ноги за доску и начнется борьба. Идет равноценная борьба между двумя атлетами. Владимир Шурман, Молдавия, одерживает победу со счетом 2-1. 15-14 часов. Без остановки пели. Рассказывали лангазуды Якутии. И тут подпевали, как состязаются, как ведут поединки, как борются светлые силы с силами нижнего мира. И, конечно же, там красавица Туян Мако, красавица девица, и поединки шли за Туян Мако. Вот настоящие богатыри Юргон Бабуры. Так, слушаем команду. Захват красный. За поединок начинается. Опа! Победу одерживает Гулбис Роланд. Гулбис Роланд, Латвия. Неоднократный чемпион Латвии по силовому экстриму, призер международного турнира по силачам и масс-рестлингу. Гулбис Роланд, Латвия. Один из опытных масс-рестлеров мира. Так, палку на середину. Красный натяг. Красный натяг. Натяг. Натяг! 2-0. Гулбис Роланд, Латвия. Гладкого, чтобы померяться ловкого, чтобы посостязаться достойного. Только сильными надо встречаться. Так именно воспевается в народном эпосе Олонхо, который стал мировым шедевром народного творчества. И вот люди, похожие на былинные герои, сегодня у нас на земле Улу-Дульмана, на земле Олонхо. Кто же станет абсолютным победителем, обладателем суперприза? Палку на середину. Палку на середину. Двигаться! Тяг! Магомедов Адрет, Азербайджан. Синий угол, Евгений Иванов, Россия, Республика Саха-Якутия. Один из сильнейших масс-рестлеров Якутии. Неоднократный чемпион и призер по масс-рестлингу. Евгений Иванов Палку на середину. Не двигаться! выигрывает первую встречу в данном поединке. И со счетом 2-0 победу одерживает Евгений Иванов. Россия, Республика Саха-Якутия. Первая пара.
еще один, как говорит доктор, круги своя. Литва. Синий угол Виктор Колебовчук. Россия. Смоленская область. Виктор Колебовчук 1-0. Виктор Колебовчук не дает шанса выиграть своим соперникам. Их огромное идет в финал. Четырехкратный абсолютный чемпион России, чемпион мира. Виктор Колебовчук. Украшение данного турнира. Виктор Колебовчук, он могуч и силен, горелый да быстрый. Быстрые движения, силен, тяги. Это у нас Виктор Колебовчук. Показывает свою красоту и силу. Станет соперником в финале против Виктора Колебовчука. Güdürünü üstlerde arkani baydarda Kur'an'dayımız dura giyik yene gitken lehtere bu da kandurallah Kur'an kayda. Kim kayar? Kim finalda tapsa? Волода Бевелерин улучшенный пенсионер знают друг друга очень хорошо. Они не раз встречались на помостах республики и России. И сегодня ответственнейший старт в международном турнире Кубок Землеломства. Кто ли еще будет в мире этом? Çukuruybat bolar, Oğuzlar bolayının diyen, yola herkese eden takayını yıkındıra. Yıkan yolu yüzgayga emeye, töbedegini yen. Koptanar yeni bilbekke, inniki dike bari, en mana aktan ettiler. Начинается решающее, заключительное, очень важное
запаленные дыханием могучих атлетов, как струны звенят их мускулы и жилы. Решение в течение 30 секунд. Примите мне. Разве уступают добром честь и имя сильнейшего? Никак нет, только в споре. В горячем споре появляется победитель. Не только в состязаниях, но чудо техника. Решение. 2-1 победа белорусского. Победу одерживает Иван Белолюбский. По предупреждению. На помост первым выходит чемпион Бразилии по масс-реслингу Лукаш Мачадо, синий угол. И сильнейший масс-рестлер Якутии, пятикратный чемпион России в своем весе Федор Федоров. Россия, Республика Саха-Якутия. Лукашу Мачадо всего 23 года. Молодой атлет, подающий большие перспективы. Борьба началась, тетива натянута, тоже возьмешь. Какая техника, какая тактика борьбы будет использована в этом поединке? Федор. 1-0. Турнира по масс-реслингу Кубка земли Ланко. И одним из общепризнанных, наиболее популярных Ланко у нас в Якутии считается эпос «Юргун Батыр Стремительный». И Юргун Батыр Стремительный в 30-32 годах прошлого столетия написал писатель, фольклорист, ученый, филолог, государственный деятель Республики Якутии Платон Алексеевич Ваюнский. Федор Федоров, Республика Саха-Якутия, счетом 2-0. Победитель Кубка мира по пауэрлифтингу.
неоднократный чемпион Латвии по силовому экстриму, призер международного турнира по силачам и масс-рестлингу. И атлет синего угла Евгений Иванов, неоднократный чемпион и призер. 1-0. Ронал Губис, Латвия. Победителя по силовому экстриму Ронал Губис. Занимается и масс-рестлингом. Что же творится? 2-0. Ронал Губис, Латвия. The winner with a score of 2-0 is Литва. Анатолий Байшев, Россия, Республика Саха-Якутия. Антанас Абрутис является победителем международного турнира по масс-рестлингу в Турции. Весит 133 килограмма. Ожидается интересная встреча. Кто же выиграет? Антанас Абрутис, Литва, или Анатолий Байшев, Россия, Республика Саха-Якутия. О, какой мощный рывок! Исполнение Антанаса Абрутиса. И палка оказывается в руках сильнейшего человека Литвы. Ух, какой мощный исполин на помосте против легендарного Анатолия Байшева. И вот один из богатырей, один из двух силачей будет повержен. И кто же проиграет? И кто же выиграет? Пока 1-0 здесь ведет Антанас Абрутис. Анатолий Байшев. Счет 1-1. Разрыв. Мышц. Растяжение мышц. Получает Антанас Абрутис. Ввиду отказа соперника. Со счетом 2-1 победу одержал Анатолий Байшев. Со счетом 2-1 победу одержал Анатолий Байшев. Челябинская область, Россия. Федор Федоров, Республика Саха-Якутия, Россия. Одна из центральных встреч для якутян. Кто же выиграет?
Сергей Андрейченко, Федор Федоров, команда Чедана и Сергей Андрейченко. Ох, какая тяга, какая мощь! Сергей Андрейченко, Челябинская область, победитель турнира «Золотой тигр» и «Дедлифт». Вот какие состязания турнира выигрывал Сергей Андрейченко. Он по экстриму силовому, по пауэрлифтингу. И вот сегодня масс-рестлинг. Сергей Андрейченко настроен только на победу. Используя великолепную тактику ведения поединка, палку вырывает из рук сильного соперника Федор Федоров. Ударом налево сваливает своего соперника и выигрывает вторую встречу, счет ничейный 1-1. Захват делает атлет красного угла Сергей Андрейченко. По правилам схваток в масс-рестлинге есть два хвата: внутренний хват и внешний хват. И атлеты, кто любит внутренний хват, а кто внешний. Сейчас мы наблюдаем, какой хват будет выбирать Сергей Андрейченко. От этого тоже зависит успех. Андрейченко выбирает внешний хват. Внешний. Судья-арбитр на помосте Егор Ермолаев. Судья республиканской категории. Перед нами одна из центральных встреч данного кубка. Демья Ланко. Поединок за третье место. Сергей Трубицын, Анатолий Байчев. Сергей Трубицын 1-0.
зрелище, поединок, спорт, Его Величество спорт и масс-рестлинг на помосте силачи планеты. Кто же возьмет? Победитель Кубка мира по пауэрлифтингу Сергей Трубицын, Узбекистан. Или десятикратный чемпион Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу, чемпион России Анатолий Баишев. Судья на помосте, судья республиканской категории Семен Полисов, Республика Саха-Якутия. Чтобы схватиться только с фактом, чтобы померяться силой только с ловким и посостязаться только достойным по силе, по мужеству. Вот 2 атлета. Перед нами на помосте 2 финалиста. Кто же выиграет? Виктор Полевчук, 3-кратный абсолютный чемпион России, чемпион Европы и Кубка мира. Оба россияне. Смоленщина и Якутия. Команда Че и атлеты в поединке Виктор Полевчук 1-0. Трехкратный абсолютный победитель, чемпион, обладатель всех титулов масс-рестлинга, которые есть на планете Земля. Виктор Полевчук 1-0. 2-метровый исполин, богатырь земли русской, Смоленщины. И на этот раз Виктор Полевчук настроен только на победу. Иван Белолюбский, сын Баргонский, 7-кратный обладатель игр Дыгина, чемпион республики многократный, чемпион Европы, России по масс-рестлингу Иван Белолюбский и Виктор Полевчук.